Эфирде Саба программасы достар. Мультфильмны сейреттік, демейки әнді балачықлар мектепке азырлана бөлелер, бүгінке бөле мақсадыны яптылар, мақсадына еттілер, мультфильмны сейреттілер, әнді мектепке барып, яқшы балаларына алмаға вақыт келді. Біз ісе Саба программамызына девам етеміз, ве көргеніңіз кібі, аңлағаныңыз кібі, біздің студиямызда мұсафірлер. Әбет сағылы достар, вегер шымды балачықлар мультфильмні сейретіп мектепке азырланған осалар, олар шымды біздің мұсафірлерімізні көріп, мектепке бармаға істемейджеклер. Құсусан, егер сіздің евладыңыз, балачығыңыз футбол не оңғырашса. Бүгін бұтын дүния футбол күні қайдетіле, бұл байрам ресми бір байрам дегіл, ләкин мұсафірлеріні, футболчыларыны давет етіп футбол ақында субет етмеге бізге бұда етерлі. Ве біздің студиямызда Энвер Сейдаметов, Қызылташ тақымның идманжысы, ве Зеки Алиев, Қызылташ тақымның ойынжысы. Селям алейкум. Селям алейкум, қош келдіңіз. Студиямызға ве Саба Шерфренс хайырлы олсын. Насылсыныз, как настроение, как началось ваше утро? Ну, Зеки проживает, наверное, в Самсударске, но проживает в течение обстоятельств, наверное, все в Симферополе. Поэтому мне, наверное, легче было добираться. Как бы. Но я живу в Бахчисарае, мне сложно. Я проснулся в 5 утра, выпил чашку кофе, принял душ как бы, и приехал на телеканал. Энвербей, вот вы тренер футбольного клуба «Кызылташ». Расскажите, в чем заключается основная задача тренера? Ну, на сегодняшний момент, наверное, уже все специалисты, наверное, мира сошли, что самое важное – это психологический настрой коллектива, как бы команды, как и команды, и индивидуально каждого футболиста по отдельности. Наверное, заключается в этом, да, в первую очередь, потому что, говорю, на примере многих команд, там, говорю, недавно фильм смотрел, Лидс Юнайтед, как команда создалась в Англии. И команда вроде молодая, 18-19 лет, были футболисты, которые играли с такими грандами, с такими старожилами футбола, как там Манчестер Юнайтед, с легендарными футболистами, команда всегда завоевывала там 3-4 место. И как бы здесь, наверное, выходит в первую очередь морально-волевые какие-то качества, характер какой-то выходит, да, то есть не имеет значения там тактические, может, какие-то схемы, там наработки, технические навыки какие-то. И поэтому в первую очередь, наверное, психологический настрой, в первую очередь, сегодня играет этот фактор. Ну а потом, конечно, физические качества, тактические, технические, как бы это уже все побывающее. В общем, мотивация на первом месте. Обязательно. Без нее никуда. Мотивация, стимуляция, все это ситуация как бы имеет значение на сегодняшний момент. Зекибей, почему именно футбол? Как вы пришли в этот вид спорта? Ну, понравился очень. Как бы ДДшка сказал, там, футбол, борьба, бокс. Я выбрал футбол, пошел на первую тренировку. Ну как, сначала просто бегал на улице, потом подошел тренер, понравился, позвал на тренировку на первую. Я пошел, все, меня взяли, и так началась вот футбольная карьера. Все началось с дворового футбола, да? С дворового футбола. Кызылташ – это твой первый опыт в профессиональном футболе? Или ты до этого уже в другом футбольном клубе играл? Ну, до этого я поехал в училище Олимпийского резерва. Это вот самый мой такой первый шаг, наверное, был. Я вот поступил туда, меня взяли. Я закончил, 4 года отучился, закончил училище. Потом поехал в Скиф. Тоже там побыл месяц, и меня оттуда отправили в Харьковский Металлист. И вот я там был почти 2 года, в Ю-19, в Дубле. Потом вернулся в Крым. Как ты перешел в Кызылташ? Перешел с Евпатории. Играл до этого в Евпатории. В отпуске был. Позвонил тренер, пригласил. Я сразу же согласился. На какой позиции ты играешь? Правый защитник. Правый защитник. Будучи правым защитником, удается ли забивать голы? Как бы этого не хотелось, ну, очень редко. Больше защита, со фланга подачи, а так... А сколько голов ты забил за прошедший год? 1. 1? Это в товарищеском матче. Больше, чем я забивал за все годы учебы в школе. Энвербей, как проходят тренировки именно футбольной команды «Кызылташ» и как часто они проходят? Ну, на сегодняшний момент, наверное, все знают, что как бы мы до 14 числа января мы находимся в отпуске. Потом будут сборы. На сборах это двухразовые тренировки. Помимо двухразовых тренировок еще будут теоретические какие-то занятия. И как бы это, ну, если, как говорит на футбольном
сленге, то это называется сбор, футбольный сбор, который продлится 6 недель. Там, ну, на этом нарабатываем какие-то функциональные свои возможности, какие-то там тактические схемы наработаем. И тренировки будут в двухразовом режиме. А в соревновательном периоде мы уже будем находить где-то тренировки, наверное, в разовом режиме будем работать. Но такие будут более длительные. И то же самое, как бы, будет все направлено, все уже будет такая, более такая, ну, на технической, там, в зависимости от соперника будем настраиваться, поэтому как бы так. То есть тренировка – это не всегда поле и мяч, то есть есть и теоретические занятия? Ну, как бы кто бы ни говорил бы, футбол – это интеллектуальная игра, да, как бы я называю ее, как бы среди друзей, это поединок умов. Это, то есть, имея какие-то свои, ну, возможности организма, там, силовые, может быть, умственные, может быть, какую-то хитрость на футбольном поле проявлять, это любая дуэль. И в любой дуэли побеждает тот, кто хитрее, кто кого, как бы это своего рода так и шахматы на футбольном поле. Если там футболист не обладает там какими-то физическими качествами, значит он где-то позиционно правильно должен выбрать позицию на футбольном поле, где сыграть первым к мячу, где-то забрать мяч, где-то может отдать эту, ну, передачу первую. Если он обладает, наоборот, физическими качествами, он должен преобладать, потому что он за счет какого-то объема работы на футбольном поле, он должен как бы обыграть своего оппонента. Поэтому говорю, футбол – это поединок умов. А что важнее перед игрой? Физическая подготовка или все-таки моральный настрой? Ну, в первую очередь, наверное, это моральные качества, как бы, но одного без второго не бывает. Это в любом случае, когда организм готов, и он дает какой-то импульс, дает в головной мозг у нас, да, получается, правильно выполнить задание, то ну, намного легче футболистам выполнять те или иные функции, если, конечно, он еще и морально к этому подкреплен, да. А говорите ли вы перед матчем своим ребятам какую-то там речь, Ну, мотивирующую речь, вот как в фильмах? Ну, конечно, без художественно этого, наверное, без этого не бывает. Это же, когда этого в предыдущем вопросе мне задавали уже, ну, в первую очередь, что имеет, это, ну, психологический фактор, да, психоэмоциональное состояние футболиста. Потому что я говорю, до начала игры футболист может, ну, всякие эмоции переживать. То есть за 20 минут он может как и бояться, так и быстрее выйти на футбольное поле, так и, понимаете, какое-то хладнокровие испытывать. Поэтому, говорю, за этот промежуток времени может быть разное. И поэтому, наверное, участь тренера такая, да, и найти каждому футболисту индивидуально сказать, что, а потом уже перед самым выходом уже сказать все коллективно, что если мы победим, то мы, наверное, победим все вместе, если проиграем, то каждый по отдельности. Зикибе, есть ли у вас кумиры в мировом футболе? Конечно, как у любого футболиста, думаю. У меня Серхио Рамос, Дани Алвеш. Много, в принципе, если перечислять, много кумиров. Так, основные вот два защитника. Защитники, как и вы, да? Да. В чемпионате мира 2018 году, ну, вы наверняка следили за чемпионатом мира. Как вы прокомментируете результат команд, в которых состоят вот Серхио Рамос? Ну, они провалили. Я считаю, что они провалили. Они даже не вышли, в принципе, из группы. Вы ожидали, что будет лучше, Ну, да? конечно, Испания, как бы, сама вот Испания, ну, она даже звучит, но и они, в принципе, подбор игроков у них просто идеально, у них все звезды. Вообще Ладно. чемпионат мира был каким-то разочарованием, вот как мне кажется, потому что ведущие команды, как Португалия, Бразилия, та же Испания, они не оправдали надежд своих фанатов. Как вы считаете, почему так произошло? Произошла такая ротация элит, команды, которые до этого были какими-то аутсайдерами, добились лучшего результата, чем те, которые на протяжении нескольких лет считались фаворитами. Ну, значит, те, кто, наверное, кто как хотел, я не знаю, может, они хотели, но у них не получилось. Как-то Опять-таки моральная установка. морально, да. Ну, на самом деле, наверное, скорее всего, чемпионат мира – это в первую очередь, наверное, для таких стран, которые не титулованные, это как бы своего рода рынок, да, то есть приехать и показать себя для команд мирового масштаба, да, Барселона, Манчестер Юнайтед, и поэтому команды, которые там серые лошадки, да, то есть они в этом чемпионате мира, они готовы выплеснуть все, чтобы их заметили, чтобы их забрали. И, ну, чемпионом стает та команда, которая, может быть, невзрачно начинает, и по нарастающей. Те, кто приходит в пиковой форме,
вот, ну, подход к чемпионату мира, то есть подготовлены, то есть у них ну, своего рода происходит спад. Вот Испания, ну, начала вроде неплохо, как бы, да, там все хорошо, а в 1/8 на Россию по пенальти проиграли. А французы вроде невзрачно начали, там и в группе в ничью сыграли, и там еле обыграли кого-то 2-1, все, и по нарастающей уже в финале обыграли хорватов 4-1. То есть команда в пиковой форме подошла уже к концу чемпионата, уже в полуфинале, в финале они обыграли. Поэтому, говорю, наверное, два фактора сыграла. Вот эта вот подготовка, в первую очередь, и второй момент, как бы это вот люди, которые не зря, да, номинировались там на золотой мяч из Франции почти 4 человека. Ну, 4 человека. Мгм. Десятки. Энгербей, когда предстоит следующий матч и с кем он будет, если не секрет? Ну, на самом деле, мы сейчас ничего не могу так вам сказать, потому что мы 14 января собираем, команду собираем 14 января, но мы играем сейчас в футзал Крыма, то есть у нас нет такого прям, такой паузы. У нас ребята половина задействованы в футзале Крыма. Каждые выходные, каждое воскресенье команда играет по состоянию на сегодняшний день. У нас 2 победы, 1 поражение. Как бы, но мы идем в тройке лидеров сейчас. А вообще, подводя итоги 2018 года, что пережил Кызылташ вот за 2018 год? Положительный, отрицательный момент? Ну, в любом случае, как бы, со стороны, как бы, и руководителей, со стороны, наверное, ну, и всего, и футбольного коллектива, и всего-всего. То есть, ну, в любом случае, мы движемся в горочку, не без этого. Потому что, говорю, там, наверное, обжигаемся, где-то изучаем, все больше углубляемся, как и в менеджмент футбола, так и в другие структуры клуба. Но чтобы, подводя итог, что хотелось бы сказать? Конечно, по футбольным, да, по содержанию игры, по качеству игры, как бы у нас очень неплохо. Но нас, допустим, подвела реализация. Если на начало чемпионата мы возглавляли турнирную таблицу Кызылташ, да, то уже по истечению, наверное, второго круга, предпоследних матчей, то есть мы опустились на 6-ю строчку. Ну, я думаю, что ребята все осознают, как бы в отпуске мы все сделаем какую-то ротацию футболистов, там где-то возьмем пару футболистов. Я думаю, что это тоже будет один из положительных моментов, который, наверное, повлияет на окончательный результат. И в мае мы посмотрим на турнирную таблицу, где будет находиться Кызылташ. А сейчас кто является фаворитом среди крымских футбольных клубов? Ну, это 2 крымских гранда, это Севастополь и ТСК Таврия. ТСК на 1-м месте, Севастополь на 2-м месте. Как бы. Ну, и, говорю, разница небольшая, разница там буквально 2 победы, и можно догнать этих, да, до 2-го места таблицу. можно, да. Зикибей, вот Энгербей сказал о том, что игры продолжаются, несмотря на то, что у вас такой перерыв, вы продолжаете играть. Значит, и в эту субботу на этих выходных будет игра. Будете ли принимать участие и с кем будете играть? Ну, я играю за другую команду, правда. Я играю за Мясковь. Вот. Ну, я еще играю 7+1. Это на Скифе, уже на зеленом поле тоже. Играю за Судак там, а здесь играю за Мясковь. Мы, честно, не знаю, с кем играем в субботу. Ну, то есть допускается, будучи членом одной команды, играть за другие команды? Ну, не скажем так, не допускается, как бы, ну, никто не против, да, то есть на момент. Мы не можем, допустим, в Кызылташ мы не можем взять и всех футболистов, которые 20 футболистов у нас было, мы заведем этот футзал Крыма, потому что там играют 4+1. То есть игрового времени там по 20 минут, но игрового времени футболисты будут получать по 2 минуты. У нас в первой команде там играет Назим Аюпов, Вадим Автаев, Антон Шевчук. Ну, как бы небольшое количество этих ребят, которые там, плюс ребята со второй команды добавляются, играем, потому что, я говорю, 14 января мы собираемся, и те ребята, которые сейчас играют в футзал, они все перейдут уже на большой футбол, и там уже представлять команду не будет в футзале Крыма. И, придется, наверное, опираться на Кызылташ 2. Поэтому, как бы, мы мало задействовали этих ребят, но больше, как бы, не разрешили, наверное, чтобы поддерживали игровой тонус, ребята вот наши там Зики Алиев там и много других ребят, которые играют за другие команды, чтобы, поддержать игровой тонус твой, да, физическое состояние. Энгербей, а что нужно сделать, чтобы попасть в футбольный клуб Кызылташ? Вот обычный, вот среди зрителей, может, есть желающие. Если это парень, который играет у себя на районе футбол, довольно-таки успешный, есть ли у него какие-то шансы? Ну, на самом деле, как бы, здесь все просто. В силу, наверное, своей там, может, занятости, да, то есть, как бы вы в отпуске,
как бы мой телефон всегда как бы там все знают, и нашего президента телефон знают, и нашего вице-президента знают, и Альберта Куршутова все знают, наверное, Эльдара Алиевича Яичка знают все. И в любом случае как бы и соцсети там поступают разные предложения. У нас ребята, ну и как крымские, так и за рубежом ребята, которые там у нас, говорю, футболисты есть, и с Молдавии есть, и с Украины есть, и с России там есть, ну, говорю, со всяких уголочков есть футболисты, которые приезжают и хотят попасть в команду. И, говорю, даже для крымских ребят, у нас, ну, на сегодняшний момент мне ребята 2003 года звонят и говорят, можно вам в команду? Ну, 2003 год, как бы, еще пока молодые, как бы, и поэтому у нас, как бы, вот, ну, пытаемся там трудоустроить во вторую команду. Ну, во второй команде как бы у нас не так все, как в первой, потому что у нас, если первая команда ребят, у нас есть база, где мы живем, проживаем, где нас кормят, одевают, обувают, там, моют, там, до всех этих нюансов, то во второй команде, конечно, таких привилегий у нас нет, и поэтому очень сложно. Потому что, говорю, есть звонков и от Черноморского, заканчивая, ну, Ялтой, наверное, ребята хотят попасть в команду. Ну, В общем, допускается такое, да, что какой-то самородок, который отлично играет в футбол, да, конечно. может в будущем представлять команду. Да. Çok sağ olun, что пришли сегодня. Мы вам желаем, конечно же, успехов и по традиции ваши пожелания нашим телезрителям. Эльбер. Ну, самое главное, наверное, в этой жизни здоровье. Телезрителям хотелось бы пожелать здоровья и, конечно же, посещайте наши матчи и приходите, потому что, ну, как доводит практика, когда играешь при полных трибунах, как бы, и стыдно проигрывать, как бы, и очень приятно выигрывать, когда есть кому подойти, как бы, посвятить эту победу. То есть полные трибуны мотивируют? Обязательно. Ну, тоже повторюсь, самое главное здоровье, я считаю, ну, благополучие, ну, чтобы все было хорошо. Приходите на матчи, поддерживайте Кызылташ. Çok sağ olun, мы тоже желаем вам только побед, только вперед. Все самое. Саглы достар. Эльбет, біз программамызды девам етіп, дәне айтмаға керекміз. Әлбетте, біздің мұсафірлеріміздің сөзлеріні текрарлап, ең асасы бұл әлбетте сағлықтыр. Оның үшін достар спорт нен оғрашыңыз, футбол олсын, башқа спорт чешіті олсын. Ең асасы бұл әлбетте спорт нен оғрашып, сағлыңызны түзетмектір, достар. Біз есе сізлерге бір тенефюс япып, музыкаль тенефюсы асылында япмаға теклif етеміз. Келіңіз бері-берлік музыканы діңлейік ве клипны сейретейік.